Сварщики, дизайнеры, автомеханики, парикмахеры. Всего 18 профессий, более 200 участников со всех южных регионов России, а также Германии, Латвии и Финляндии. Впервые в Осетии проходит открытый чемпионат Северного Кавказа WorldSkills Russia 2014. Специально на республиканский чемпионат прибыли директор Департамента госполитики в подготовке кадров Министерства образования и науки России Наталья Золотарева и технический делегат WorldSkills International Павел Черных. Сегодня они вместе с зампредом правительства Рустемом Келехсаевым и министром образования и науки Республики Аланом Угоевым прибыли на торжественное открытие в Ардонский аграрно-технологический колледж. Делегатов с особым почетом встретили организаторы и участники чемпионата. Аманасарды капкантыл, баржонт кудыш киежам, ирештоны невшкады манамыш кашак фалтар кутфавам, на акуры, на фарнама на академидак, дуне шфалдиша кусау, эштер кусау маешо чурештины на хамар фараканат. Мы постараемся действительно и вот объединять народы между собой, действительно делать этот очень важный вклад в развитие республики и Северного Кавказа. Дай Бог. Да? Дай Бог. Как вы? Ардон на несколько дней превратился в настоящий город мастеров. Гости посетили выставку, организованную североостинскими профессиональными училищами. Вся территория аграрно-технологического колледжа отдана под чемпионат WorldSkills Russia 2014. В павильонах кипит работа. Всего 18 так называемых компетенций. В одном месте учащиеся профтехучилищ на скорость и качество выкладывают кирпич, собирают букеты цветов, а в другом ремонтируют кузовы машин, чинят двигатели, делают прически. Накал страстей спадет только 4 июня. Я бы сказала, что ключевой результат, он будет получен не сегодня. А сегодня лишь один из шагов в развитии всей системы подготовки специалистов с прикладными квалификациями. Потому что в рамках в целом движения, в рамках вот этих соревнований студенты оценивают, по сути, это получается публичный квалификационный экзамен на соответствие международным требованиям по твоей профессии. Новшество чемпионата, проводимого в Северной Осетии, это конкурс по выпечке осетинских пирогов. В нем принимают участие 9 студентов. Удивительно, что количество экспертов, которые оценивают работу конкурсантов, гораздо больше. Поэтому к оценке качества и мастерства тут подходят очень серьезно. Здесь довольно-таки обширны. Мы наблюдали за детьми, как они работают. Проходили между нашими конкурсантами, которые подготовлены были. Это учащиеся в основном лицеев, техникумов. Приехали из разных сторон Северного Кавказа. И очень приятно, что принимают участие не обязательно наши местные осетины, а именно, что к этому приобщаются и другие национальности, и из других регионов дети. Вот это приятно. Понимаете, что они пытаются познать нашу культуру, образ жизни. Ведь испечь 3 пирога – это не просто так. Каждый пирог имеет значение. И почему именно 3 пирога дети должны знать? У нас входит это в наши вопросы. Цель проведения мероприятия – повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также популяризация профессионального образования среди молодого поколения. Мы сегодня действительно очень серьезный шаг делаем в развитии движения WorldSkills в нашей стране. Мы проводим именно такой окружной, объединенный чемпионат. Он делает вот эти вещи. И что это может дать? Ну, во-первых, мы же готовимся к подаче заявки на 2019 год. Да? Соответственно, чтобы провести так же успешно, как вот мы провели Олимпийские игры в Сочи, мы сейчас уже должны начинать готовиться по всем регионам, по всем участникам к тому чемпионату 2019 года. Поэтому победители этого чемпионата, они как эксперты, они как участники, они наверняка примет кто-то из них в соревнованиях в 2019 году, если мы выиграем, безусловно. Несмотря на то, что Россия вступила в движение WorldSkills в 2012 году, интерес к нему не прекращает расти. Для предприятий и учебных заведений становится престижно участвовать в подобном смотре мастерства. Победители отправятся на национальный чемпионат, где смогут завязать полезные профессиональные контакты. Фатима Макиева, Борис Сапоев, Осетия ТВ.